Здравствуйте! Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба Якутии по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидобстановке. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике по ковиду остается напряженной и находится на контроле органов государственной власти и органов местного самоуправления. На 10 декабря 2020 года на территории республики зарегистрировано по данным управления Роспотребнадзора 205 новых случаев. А при этом в столице города Якутске, в городе Якутске выявлено 95 новых случаев коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что продолжается выявляться в большом количестве, больше 10 случаев в Нерюнгринском, Алданском районе. И, соответственно, сегодня у нас среди районов, которые ранее не давали такого большого количества случаев, выявился Амгинский район, в котором, так же как и в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, выявилось по 7 случаев. Особое внимание я бы хотела обратить внимание и жителей, и органов власти на Тампонский Улус-район, в котором выявлено достаточное количество сегодня случаев. Необходимо, соответственно, как усилить меры санитарной безопасности, так и, соответственно, нами даны указания по усилению, в том числе, оказания медицинской помощи. В целом, практически у нас начинает снижаться количество, в том числе и районов, в которых выявляются новые случаи коронавирусной инфекции. При этом хочу обратить внимание, что сама и территориальная широта, и спектр проведения анализов значительно расширился. Анализами у нас на настоящий момент уже работает вместе с федеральными лабораториями 15 лабораторий методом ПЦР, и проведено 3644 исследования на новую коронавирусную инфекцию за последние сутки. А наши в основном районы работают методами, которые разрешены сегодня Роспотребнадзором и Минздравом Российской Федерации, ИФА и ИХА. Необходимо обратить внимание на то, что действительно вчера поздно вечером поступило 300 доз вакцины от коронавирусной инфекции. В республике была и существует разработанный план массовой вакцинации, которая непосредственно, как мы уже говорили, еще раз обращаем на это внимание, начнется прежде всего с наших медицинских работников. Сегодня, после того, как будет проведена маркировка вакцины, мы начнем отрабатывать уже непосредственно по спискам, которые сдали нам амбулаторно-поликлинические звенья города Якутска, для того, чтобы начать вакцинацию наших врачей. Соответственно, после того, как будут провакцинированы наши врачи, следующая партия с Российской Федерации также будет поступать. И дальше по списку врачи, социальные работники, учителя. Далее определены группы, которые относятся к лицам с хроническими заболеваниями, в том числе и старше 65 лет. Определен круг лиц сегодня Минздравом Российской Федерации и четкий порядок, о котором мы регулярно будем извещать наше население. Республика в целом готова к вакцинации как с точки зрения наличия холодильных установок, как для непосредственно хранения на местах, на станциях скорых, на станциях переливания крови, так в каждой центральной районной больнице, так и переносными холодильными установками для того, чтобы, соответственно, вакцину нам перевозить по республике и в последующем оказывать соответствующую услугу. Вакцинирование от коронавируса у нас только начинается, к завершению у нас подходит вакцинирование от гриппа. Буквально у нас остается неделя для того, чтобы затем в последующем все-таки не допускать миксования инфекций. И сегодня я призываю тех, кто еще не привился от гриппа, все-таки прийти на свои поликлинические участки и получить эту вакцину. Это был брифинг оперативного штаба Якутии об эпидемиологической обстановке в республике. Не переключайтесь, далее выпуск новостей. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы.
Ранняя диагностика, доступность и качество. Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Алекминске. На ледовой переправе Хатасы-Павловск увеличили грузоподъемность. О трудностях и планах на будущее. Четырехкратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова дала эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Президент России Владимир Путин призвал членов правительства обратить внимание на рост цен на базовые продукты. Глава государства отметил, что причины ситуации не связаны с мировой эпидемиологической обстановкой. При этом Владимир Путин отметил правильность принятых решений по поддержке бизнеса, чье руководство сохранило число рабочих мест. Это позволило минимизировать негативное влияние эпидемии. Кроме того, президент страны коснулся темы безработицы, заявив, что темпы ее снижения недостаточны для того, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации. А вот рост на базовые продукты питания – это пандемии не объяснишь. Причем без пандемии? Значит, сахар, песок, сахарный песок. Вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал. Внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 71,5%? Ну, слава богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная. А подсолнечное масло 23,8%. И продолжает расти. Мука 12,9% выросли. Макаронные изделия 10,5%. Хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему? Объяснение-то есть. Есть, конечно. Это динамика цен на мировых рынках. И попытка подогнать внутренние цены под мировые. Глава Якутии Сэн Николаев принимает участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе. В повестку заседания включены вопросы, касающиеся обсуждения мер по оказанию помощи регионам Дальнего Востока в работе по профилактике и лечению коронавируса, модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в части расширения их пропускных способностей и другие вопросы. Алроса продолжает активную работу по противодействию коронавирусу. Компания делает все возможное, чтобы производственная деятельность и жизнь работников вернулась в привычное русло. На предприятиях Алроса продолжают действовать жесткие меры антивирусной безопасности. На производственных площадках Алроса усилен контроль за соблюдением всех норм, направленных на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников. В ежедневном режиме решаются вопросы жизнеобеспечения поселков и городов Мирнинского района. Компания закупила оборудование и средства защиты для местных больниц, ввела обязательный термоконтроль пассажиров в аэропорту города Мирный, минимизировала риски заражения на производстве. Всего Алроса направила на борьбу с распространением коронавируса более 500 миллионов рублей. В тесном взаимодействии с государственными органами власти и муниципалитетами республики действует оперативный штаб, который возглавляет заместитель генерального директора Алроса Алексей Дьячковский. Для того, чтобы повысить эффективность работы, чтобы не было дублирования, чтобы мы отвечали за общие задачи. Конечно, ключевая задача на первом этапе в марте мы сразу создали единый медицинский штаб, где фактически идет не просто координация нашей работы, но в целом управление этой системой. Создали сразу в марте центр тестирования. Среди жителей Мирнинского района мы провели около 90 тысяч лабораторных тестирований. Самым главным, наверное, этапом это было укрепление больниц. Первая задача в рамках укрепления больниц – это усиление диагностических возможностей системы здравоохранения. В городе Мирном у нас работает 2 компьютерных томографа. Один старый был 16-срезовый, новый, купленный компанией, это 64 среза, очень мощный. Мы восстановили компьютерный томограф удачно. Кроме того, мы РБ-3 на приобретение реактивов помогли на 32 миллиона рублей. 33 фактически, 32 миллиона 700 тысяч рублей. Сунтарская больница 1 миллион рублей, Нюрбинская больница 7 миллионов рублей и Ленская больница 7,5 миллионов рублей. Более подробно о том, какие меры еще по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принимает Алроса, читайте в республиканских газетах «Саха-Сирия» и «Якутия» на этой неделе.
Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Алекминске. Здесь есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи онкобольным. Эндоскопия, рентген, клиника-диагностическая лаборатория, отделение ультразвуковой и функциональной диагностики. Елена Фаст продолжит тему. Одно из приоритетных направлений здравоохранения – снижение смертности от новообразований. И среди прочих задач – ранняя диагностика и повышение доступности и качества медицинской помощи. В рамках национального проекта здравоохранения в районах республики уже открыты 13 центров амбулаторной онкологической помощи. В 2020 году открываются еще 4, среди них центр в Алекминске. Кстати, благодаря поддержке Минздрава и работе самого коллектива центр удалось открыть раньше первоначального плана. В связи с тем, что у нас имеется уже база, что у нас мы оказываем онкологическую помощь уже и в круглосуточном стационаре, мы сумели открыться в 2020 году. Для этого имеется и КТ, и УЗИ экспертного класса, и для проведения химиотерапии у нас имеется и ламинарный шкаф, и сейфы, все оборудование у нас имеется. Теперь уже и в самом городе можно получить столь необходимую помощь и лечение. Ранее пациенты вынуждены были выезжать в Якутск. Часть же, получая лечение, ложилась в стационар. С открытием НСО, центра онкологической, амбулаторной онкологической помощи, мы можем больным в наших условиях, в условиях районной больницы, можем здесь оказать. Они могут получать здесь химиотерапию, например, да? И у нас для прохождения раньше компьютерной томографии они должны были ездить в город Якутск. Вот сейчас мы можем здесь это все произвести. 2 палаты, процедурный кабинет и кабинет врача-онколога. Все в шаговой доступности, удобно и медикам, и пациентам. Оценить это могут те, кто прошел непростой путь излечения и уверен, болезнь победить можно. Приходится уже в Якутск ехать. А сейчас мы будем там, химию принимать, все. Да, это очень удобно, хорошо, что открыли такое. Врачи очень внимательные, хочу отметить. Как сказать, очень добрые. Когда разговаривают с больным хорошо и как будто поправляешься, выздоравливаешь с помощью их. Лекарства всегда вовремя. Я на химии я 4-й год уже болею, онкологически. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На ледовой переправе Хатасы-Павловск повышена грузоподъемность до 5 тонн. Водителям следует строго соблюдать установленные ограничения по общей массе транспортного средства. На берегах реки организована круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксация. Зима в этом году в Якутске выдалась богатой на снег. С октября осадков в виде снега выпало больше среднегодовой нормы. Автомобилисты и пешеходы столицы все чаще жалуются на снежные заносы на городских дорогах и тротуарах. Снегоуборочная техника едва справляется, работы ведутся круглосуточно. Снежные заносы одновременно в разных местах города. Днем убирают 5 бригад, а ночью 6. Сначала рабочие сгребают снег в большие кучи вдоль дороги. Затем с помощью техники снег загружают в КАМАЗы и вывозят на полигон. За одну смену выходит 16 КАМАЗов. Это примерно 1500 кубометров снега. Только за первую неделю декабря вывезли 27,5 тысяч кубометров, а с начала зимы свыше 129. Ведется бесперебойная уборка улично-городских сетей города Якутска. Задействовано 78 единиц техники, снегопогрузчики, КАМАЗы, самосвалы. Так такового плана у нас нету. В зависимости тоже от осадков. Потому что бывает то, что мы субботу и воскресенье работаем. Сейчас мы работаем практически без выходных. То есть работаем и в субботу, и в воскресенье, и днем, и ночью. Жителям Черопчинского района еще раз напомнили правила пожарной безопасности. Работники противопожарной службы совместно с представителями МЧС и МВД провели рейд жилища. В первую очередь они посетили многодетные семьи, провели беседы и вручили памятки. С наступлением зимы количество бытовых пожаров в жилых домах увеличивается. Связано это с тем, что граждане не всегда соблюдают правила пожарной безопасности при использовании печей и электронагревательных приборов.
Сегодня на данный момент по Чероптинскому УЛУСу зарегистрировано 34 пожаров. Да? Это в том числе организации, учреждения и жилой сектор. С 25 ноября по Республике Саха-Якутия проводится операция «Жилище» для предотвращения возникновения пожаров в жилом секторе, чтобы каждый гражданин соблюдал правила пожарной безопасности. Вице-премьер Якутии Сергей Местников и замминистра образования региона Владимир Тихонов встретились с учениками 3-й школы города Якутска. Мероприятие прошло в рамках предстоящего Дня Конституции. Представители власти вместе со школьниками исполнили гимн России. Напомню, ранее глава республики поручил во всех школах уделить особое внимание воспитанию патриотизма и петь гимн страны на линейках. Сейчас, как отмечают учителя, из-за сложной эпидемиологической ситуации это мероприятие проходит в классах. В целом, в 2019 году глава республики запустил проект «Мы – будущее России», который имеет цели воспитать с самого малого возраста патриотические чувства к своей родине, ценности, уважение к старшим, любовь к своей республике, своей стране. И вот эти понятия, они очень имеют большое значение в воспитании подрастающего поколения. Сардана Трофимова стала 4-кратной чемпионкой России по марафону. В Сочи она снова защитила свой титул. О подготовке к чемпионату страны, трудностях и планах на будущее чемпионка рассказала нашему спецскору в Москве Максиму Кардозу. Еще 2 часа назад она летела в самолете, а сейчас улыбается на съемочной площадке. Усталости как будто и не было. А ведь с окончания чемпионата России в Сочи прошло всего лишь 2 дня, и подготовка к нему была непростой и изнурительной. После сентябрьского московского марафона, где Сардана тоже выиграла, на то, чтобы набрать оптимальную форму, было всего лишь несколько месяцев. Но для нашей чемпионки этого оказалось достаточно, чтобы успешно выступить на главном старте года. Мы выполнили все задачи, которые мы перед собой поставили. Это, конечно же, норматив олимпийский. Второе – это то, что отстояли титул чемпионки России. И в-третьих, я очень хотела сделать лучший результат сезона. У меня и так был лучший результат сезона, но я хотела улучшить ее. У меня это получилось. 42 километра 195 метров Сардана пробежала за 2 часа 27 минут и 8 секунд. Ее ближайшая соперница отстала на 3 минуты. И кажется, что конкурентов и не было. Но чемпионка с такой формулировкой не согласна. Вообще в марафоне нельзя никого недооценивать, потому что марафон такой вид, как лотерея, я всегда это говорю, потому что маленький нюанс, это может быть кусочек сыра, съеденный тобой вчера вечером. Ты упустишь какой-то момент, и все, ты можешь провалить марафон. Впереди небольшой отпуск, а потом снова тренировки. Нужно готовиться к новому сезону. На следующий год запланирована Олимпиада в Токио. Попасть на игры – это давняя мечта Сарданы. Но чтобы поехать в Японию, личных побед на соревнованиях, к сожалению, недостаточно. Легкая атлетика России пока еще не допущена к Олимпиаде. Мы не имеем статуса. На нейтральный статус в этом году никому не дали возможность выступать. И мы будем писать заявку на нейтральный статус еще в следующем году. Если нам дадут нейтральный статус, мы поедем на Олимпиаду. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Берегите себя, носите маски, чаще мойте руки и соблюдайте социальную дистанцию.